На занятия ходят ребята от 4 до 18 лет. В зале можно увидеть не только парней, но и девушек. Все тренируются одинаково, поблажек нет. Каждый выкладывается на все 100. Приготовились, руки пожали. Файт, работаем. Председатель местной федерации и по совместительству тренер Владимир Петлица. Именно он стал инициатором идеи организовать здесь секцию смешанных единоборств. Я предложил администрации Ленинского, чтобы основать и сделать общественную организацию. Меня поддержали. В июне 2020 года мы открыли Алданскую районную детскую юношескую спортивную общественную организацию Федерация ММА смешанных боевых единоборств и начали выступать по боевым искусствам. Кто не умеет, тот учит. Это точно не про Владимира. Он и сейчас является действующим спортсменом, который наравне со своими воспитанниками продолжает участвовать в соревнованиях. Возможно, именно это позволило за 3 года существования секции уже добиться немалых результатов. Достаточно уже хорошие результаты. То есть мы выступаем на республике, выезжали в Бурятию, в Улан-Удэ, ездили на чемпионаты России по панкратиону, по ушу саньда. То есть у нас есть приза, у нас есть чемпионы, призеры всероссийских турниров. Ездили в Анапу, в Калининград, Новосибирск. То есть наши спортсмены очень такие сильные, показывают хорошие результаты. Один из лучших воспитанников в зале – Богдан. Он занимается 2 года, но уже принял участие во множестве турниров по ушу саньда и смешанным единоборствам. Занимался в кадетском, не корпус, а просто там учили кадет армейскому подготовке. Соответственно, там были спарринги. Но у меня драться не особо получалось. И я ушел оттуда, пришел сюда, в эту секцию смешанных боевых единоборств. И начал продвигаться, ставить свои цели. Талантливые спортсмены регулярно входят в состав сборной Якутии. Сейчас они усиленно тренируются, потому что им предстоят крупные международные соревнования по ушу саньда, которые пройдут в Москве. Для ребят это будет первый турнир такого масштаба, поэтому и подготовка у них серьезная.